Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня я проведу урок математики. Я очень рада вас видеть. Давайте порадуемся солнцу и птицам, а также порадуемся приветливым лицам и всем, кто живет на этой планете. Добрый день! Скажем все вместе. Прозвенел и смолк звонок. Начинаем наш урок. Откройте тетради, запишите число, классная работа. Ребята, какое время года сейчас? Верно, весна. Апрель, апрель, на дворе звенит капель. Я надеюсь, что на этом уроке вы откроете для себя новые знания, будете работать с радостью и удовольствием. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, пожелайте удачи, хорошего настроения на весь учебный день. Нарисуйте в тетради смайлик в виде солнышка, который соответствует вашему настроению в начале нашего урока. Тема урока, ребята, деление с остатком. Сегодня на уроке мы узнаем прием письменного деления числа, когда в частном получается остаток. Научимся делить числа с остатком. Сможем применить свои знания в повседневной жизни. Сегодня мы отправимся в лес и будем говорить о самых необычных представителях природы. Представьте, что мы идем в турпоход, а сопровождать нас будет символ охраны природы – это сова. Как вы уже знаете, без математики не может обойтись ни одна наука. Она окружает нас повсюду. Во время математического путешествия не забывайте, что математика – это язык, на котором написана книга природы. Математика есть лучшее и даже единственное введение в изучение природы. Прочитайте цитаты о математике великих людей. Выделите основную мысль цитат. Они вам подскажут, чем мы будем заниматься и правила, которыми мы будем руководствоваться на уроке. Будем считать, вычислять, учиться, не пренебрегать ошибками, быть сильными и смелыми. Помогите туристам расчистить дорогу. В первую группу определите выражения, которые делятся без остатка. Вторая группа – деление с остатком. 1000 разделить на 100. 1007 разделить на 100. 333 разделить на 111. 335 разделить на 111. 244 разделить на 122. 247 разделить на 122. 399 разделить на 133. 400 разделить на 133. Сравните числовые выражения. Ребята, все эти примеры на деление на трехзначное число. Сегодня мы познакомимся с письменными приемами деления на трехзначное число с остатком. Лотос – это цветок солнца. В Индии и в Китае считается священным растением, а для нас он подготовил задание. Перечислите все возможные остатки при делении числа на 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Перечислите все возможные остатки при делении на числа 26. Проверяем. От единицы до 25. Перечислите все возможные остатки при делении на 236. От 1 до 235. А теперь, ребята, сформулируем правило. Остаток не может быть равен или быть больше делителя. Задание следующее. Определите количество цифр в частном, не выполняя деление. В частном 2 цифры, так как 2 неполных делимых. 2592 разделить на 324. В частном 1 цифра, так как первое неполное делимое 259 меньше делителя 324. Поэтому делимое все число и в частном будет 1 цифра. Сравните записи. Чем они похожи? Чем отличаются? Оба примера на деление с остатком. Ребята, второй пример вычислен неверно. Остаток не может быть больше делителя. Давайте отдохнем и физкульт-минутку проведем. 1, 2, 3, 4, 5. Все умеем мы считать. Отдыхать умеем тоже. Руки за спину положим. Голову поднимем выше и легко-легко подышим. Все ребята дружно встали и на месте зашагали. На носочки потянулись, друг к другу повернулись, как пружинки мы присели и потом тихонько сели. Отдохнули, а теперь вспомним алгоритм при делении на трехзначное число с остатком. Первое. Определите количество цифр в частном. Второе. Найдите первое неполное делимое. Третье. Разделите неполное делимое на делитель и найди первую цифру частного. Умножьте первую цифру частного на делитель. Вычитаем, находим остаток. Если остаток больше делителя, образуем следующее неполное делимое. Если остаток меньше делителя или его нет, то деление закончено. Исправьте ошибку во втором примере. Остаток больше делителя, значит в частном должна быть цифра больше 7. Попробуем 8. Проверим. Остаток меньше делителя. Решили верно. Найдите значение числового выражения. Сделайте проверку. Проверьте себя. Ответ 6, остаток 1. Ответ 4, остаток 2. Ответ 3, остаток 2. Ребята, давайте запомним несколько правил. Первое правило. Деление с остатком – это деление одного числа на другое, при котором остаток не равен нулю. Правило второе. При делении с остатком
Остаток всегда должен быть меньше делителя. Правило третье. Если делимое меньше делителя, в частном получается 0, а остаток равен делимому. Проверка деления с остатком. Умножаю неполное частное на делитель. Прибавлю остаток к полученному результату. Сравниваю полученный результат с делимым. Он должен быть меньше. Время нашего урока подходит к концу. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы с вами узнали прием письменного деления числа, когда в частном получается остаток. Научились делить числа с остатком. Можем применить свои знания в повседневной жизни. Оцените свою работу на уроке, используя веточки вишни весной. Кто научился делить с остатком и может объяснить это другому ученику, нарисуйте веточку вишни с розовыми цветами. Кто научился делить с остатком, но пока не может объяснить это другому ученику, нарисуйте веточку вишни с белыми цветами. Кто еще не уверен в своих возможностях, нарисуйте веточку вишни с почками. На этом, ребята, наш урок окончен. Спасибо вам за работу. Вы молодцы. До свидания. До новых встреч!